Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. В воинских частях и подразделениях Министерства обороны в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Республики Абхазия на 2018 учебный год проходят командирские занятия с командирами рот, батарей и их заместителями, командирами взводов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Абхазия. Занятия проходят под руководством командира воинских частей и подразделений. Основное внимание в ходе их проведения уделяется методической подготовке офицеров. Командиры взводов изучают организацию занятий с личным составом по тактической, специальной, технической, физической и строевой подготовке. Школьное и дошкольное питание вызывает немало нареканий у родителей, в первую очередь из-за его качества и стоимости. В идеале оно должно быть вкусным, сбалансированным, укрепляющим здоровье детей и недорогим. В этом заинтересовано и государство. На школьное и дошкольное питание выделяются немалые бюджетные деньги. Каков эффект от этой меры социальной поддержки семей с детьми и какие меры нужно предпринять, чтобы школьное и дошкольное питание отвечало своему предназначению? Наши корреспонденты посетили несколько школ и детских садов в Сухуми и выяснили, какова ситуация на сегодняшний день. Смотрите специальный репортаж Ренаты Шакая. Питание в детских садах организуется по новому меню, утвержденному Управлением образования столицы. Проверка, проведенная специалистами управления несколько лет назад, показала, что в дошкольных учреждениях кормили по-разному. Где-то на указанную сумму, а в некоторых случаях на меньшую или большую. Теперь из рациона питания детишек в садиках исключили сосиски, огурцы и помидоры. Но овощи только в зимнее время. Кондитерские изделия допустимы раз в неделю. Вместо сухофруктов теперь в детские сады поставляют свежезамороженные ягоды и фрукты, из которых делают компоты. В детском саду «Улыбка» кухня соответствует современным технологиям. Садик работает уже несколько лет. Что у вас сегодня на обед? Сегодня на обед у меня фасолевый суп. Суп фасолевый. Вот уже у меня готов суп фасолевый. Вот. А второе блюдо сегодня идет голубцы ленивые. Когда идет голубцы ленивые, гарнир не идет. Идет подлив. Он с подливом идет. Вот. Значит, компот у меня уже готов. Это обед. Хлеб уже готово. Обед закончен. Вечером у меня идет макароны с сыром. Но я продукты приняла уже. И сыр имею, и макароны, но я еще не начала. После обеда уже мы начинаем. К 3 часам, уже 3:30, у меня макароны с сыром. И там иногда идет шиповник идет. Иногда у нас идет еще кондитерское изделие. Что касается чистоты, то придраться в этом детском дошкольном учреждении не к чему. Повсюду идеальный порядок. Вот, например, вытяжка у нас, вот, посмотрите, оборудование, 15 дней, один раз мы генеральную уборку делаем. А так каждую пятницу мы генеральную уборку делаем. На кухне любого хорошего общепита стоит несколько холодильников. Раздельно для рыбы, мяса, овощей, молочных продуктов и кондитерских изделий. Продукты не должны впитывать посторонние запахи. Здесь молочные продукты, это расскажу. Этот отсек предназначен для сухих продуктов. Это крупы, это сахар, ну и остальные продукты, которые поставляются Абхаз Универсал торгом. В месяц 2 раза завхозы предоставляют заявку в управление образования. Мы, соответственно, эти заявки отвозим в Абхаз Универсал торг. Это наш поставщик. И они поставляют сюда продукцию. В детском саду «Улыбка» есть специализированный холодильник. Он предназначен для того, чтобы хранить пробы приготовленной продукции. Это делается для того, чтобы если вдруг ребенок отравился, то тогда руководство садика сможет предоставить готовую продукцию. Можно будет снять анализ, чтобы убедиться, что ребенок отравился не в садике. В детском саду «Ласточка» нет таких условий, как в предыдущем. Детский сад нуждается в капитальном ремонте, но и здесь сотрудники следят за чистотой на кухне. Меню такое же, как и в других детских садиках. Сегодня утром сечка была, и чай, хлеб, масло. Потом чем вы Обед, солянка, рис, суп фасолевый. И вечером? Вечером макарон с сыром, с хлебом. Вы сегодня были и в новом садике, и в старом садике.
Конечно, как говорится, в новых садах там положение лучше, там по новым нормам, нормативам все. А здесь тоже вот все в одной комнате, это хранится не раздельно, но чисто. И содержание продуктов вы тоже видели, они не на полу, они все на полочках, в холодильниках и так далее. А за чистотой мы всегда следим, дезинфицирующие средства выдаем, и моющие средства. Так что мы за собой ответственность чувствуем очень сильно. Газированные напитки, чипсы, сухарики, конфеты, жевательные резинки, хоть и пользуются популярностью у детей, теперь это запрещенные продукты для реализации в школьных учреждениях. Сегодня во многих школах сухума, буфеты и столовые сдаются в аренду. Каждый предприниматель должен понимать, что, взяв в аренду школьный буфет, в первую очередь он несет ответственность за здоровье детей. С целью проверки качества питания в школьных и детских садах городская санэпидемстанция практически каждую неделю проводит внезапные проверки. Контролю подлежит и качество приготовления пищи, то есть в каждой школе отбираются пробы готовой пищи для бактериологического исследования, отбираются смывы с поверхности, с инвентаря, с рук поваров для того, чтобы контролировать опять-таки бактериальное загрязнение пищи. Жалобы периодически бывают, по каждой жалобе мы проводим эпидрасследование, выявляем, соответствовала ли эта жалоба факту. Пока вот у нас не было такого, чтобы из одной школы, допустим, даже 2-3 человека, не говоря уже о 10-15, поступило в больницу с признаками отравления. Мы посетили 5-ю среднюю школу в новом районе столицы. Здесь столовая находится в аренде у предпринимателя. Помещение не совсем приспособлено. Это бывший учебный класс, переделанный в столовую. На первый взгляд все чисто и аккуратно. В столовой много детей. Еда им нравится, они бегут сюда каждую перемену, хотя вокруг много магазинов с разными сладостями. Какао и булочку простую. А что, тебе нравится очень? Да. Ты каждый день ходишь в буфет? Да, типа того. Ну, иногда, конечно. Чуть-чуть только. Тебе нравится, как здесь готовят? Да, вкусно. Ты часто ходишь в буфет? Я да. Каждый день ходишь? Ну, нет. А что ты сейчас себе купил? Булочка с сосиской. Тебе нравится? Вкусно? Да, Ты когда сюда приходишь, тебе нравится, как готовят? да. Спасибо из котлеты. Заведующая столовой, она же арендатор, Манана Цвижба, работает в 5-й школе уже 3 года. По ее словам, жалоб со стороны родителей за все это время ни разу не было. Ценовая политика в этой школе ниже, чем в других. Обычную сдобную булочку можно купить всего за 10 рублей, а комплексный обед обойдется школьнику в 55 рублей. Родители приходят и говорят, что их дети спрашивают, почему мама не так вкусно готовишь, как девочка в школе, там вкуснее. И жалоб с отравлением у нас ни разу не было такого случая. Про меню у нас есть и первое. Кстати, мы когда приступали, дети не ели первое. Мы включили к первому, второму. У нас группу маленькие дети, которые приходят и список заранее приносят, и мы по их потребностям первое, второе, гарниры, котлетки, булочки, выпечка вся свежая. Условия, посмотрите, маленькие, школа маленькая, печечка одна, и девочки у меня приходят в 5 утра. Ежедневная выпечка свежая, ничего у нас не остается, потому что детишки, знаем спрос какой, поэтому готовим столько, сколько хоть на сегодня. В Сухуми сегодня функционирует 16 школ и 13 детских садов. Не во всех из них есть столовые с первыми блюдами, есть просто буфеты. Утвержден перечень продуктов, которые допустимы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Нововведения нужны, чтобы контролировать, чем кормят наших детей. Контроль за этим ведем мы совместно с санэпидемстанцией. У нас есть ответственные за питание в детских садах в управлении образования. Мы очень часто проверяем, ходим по садам, чистоту, приготовление пищи, технологию, как хранятся продукты и так далее. Регулярный контроль за питанием возложен на районное отдел образования Управления образования столицы. Сегодня 11, 13 и 14 школы находятся на городском обеспечении, другие в аренде. Что касается 14 школы, то там в прошлом году с помощью президента Рауля Хаджимба была построена современная столовая, отвечающая всем стандартам.
В 6 уже здесь, и булочница тоже, пекарь тоже здесь, и слойки, булочки с котлетой, сосиски в тесте, все, и сладкие булочки, все она это делает, а я все остальное. Пюре, первое, котлеты, и этот самый, и рыба у нас есть, да. На первое что у вас сегодня было? Супчик, вот, пожалуйста, супчик. Раньше в школе не было такой специализированной столовой. Как дети относятся к первым блюдам? Положительно, они берут, кушают. Комплексный обед у нас входит пюре, котлета и подлива. Стоит 50 рублей. Хлеб и подлива бесплатно. В начале учебного года было проведено родительское собрание, что такая столовая, что дети могут полноценное питание получать. Здесь и первое, и второе. Ассортимент очень разнообразный, приготовленный только на один день. И гарантия, что никаких отравлений и так далее. И цены настолько приемлемые, даже дети сами удивляются. Есть дети, которые приходят, вот бывает, деньги закончились, можно мы подливу, хлеб, это бесплатно дается им. Профессионализм персонала и высокие стандарты производства не позволяют допускать ошибок, негативно влияющих на здоровье школьников. Чтобы контролировать ситуацию в столице, Управление образования будет и дальше проводить проверки организации школьного и дошкольного питания регулярно и без предупреждения. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. «13 февраля свой юбилей отметила народная артистка Абхазии, лауреат государственной премии имени Дмитрия Гуля, кавалер ордена Ахтзапша второй степени Людмила Гумба. В Министерстве культуры чествовали легендарную певицу. Первая эстрадная певица Абхазии Людмила Гумба начала свою карьеру вместе с солистами ВИА «Апсны-67» в 1972 году. В репертуаре ансамбля более 100 песен. 30 из них вошли в альбом «Золотая коллекция Апсны-67», которая вышла в свет в 2007 году. Автор проекта Людмила Гумба. По признанию самой певицы, у нее нет музыкального образования, но музыка и пение стали смыслом ее жизни. Когда я не пою, я считаю, что я не живу. Потому у меня настроение мы тоже всегда считаем, хорошее. Живем, когда вы не поете. И мне всегда приятно со зрителем общаться, встречаться. На улице просто, когда подходят, говорят. Это очень приятно. В разные годы Людмила Гумба становилась лауреатом различных международных конкурсов. В 80-е годы была постоянной участницей телепередач «Споемте, друзья» «Шире круг». В 1988 году Людмила Гумба становится лауреатом международного фестиваля польской песни в Витебске, после чего была приглашена в Польскую Народную Республику с концертами. Также с гастролями она побывала в Германии и Кампучии, где пользовалась большим успехом. Людмила Гумба неоднократно выезжала с концертами в Прибалтику, Азербайджан, гастролировала по Российской Федерации. За особый вклад в развитие музыкального искусства в Абхазии Людмиле Гумба присвоено почетное звание «Народная артистка Абхазии». Нам очень хочется, чтобы в этом году, конечно, прошел концерт, ее концерт, и тот замечательный юбилей Апсны-67, который мы планировали провести в 2017 году, мы перенесли его на 2018 год. И я надеюсь, что год будет отмечен такими вот творческими, какими-то очень интересными проектами. Прозрачный, чарующий теплотой и нежностью голос Людмилы Гумба покорил сердца множества зрителей. Основой успеха певицы является всегда чистое, уверенное пение без фальши. Людмила Гумба остается верна именно народной манере исполнения. Народность проявляется и в постановке голоса, в простоте, сдержанности поведения на сцене, наконец, в выборе репертуара. Она всегда поет песни на родном абхазском языке. По ее песням можно узнать нашу историю, о том, что волнует людей, о нравах и вкусах, о любви, о народном юморе. Здесь вот, где памятник Эшба, там раньше был открытый кинотеатр летний. Там очень красиво было, все снесли, правда. И вот мы там с одним, муж лихварский однокурсник, Игорь Богавший, я с ним идем, и вдруг слышим
Я говорю, это, кажется, Людмила Гумба поет. Мы пришли, и там полно цыган было, отдыхающих, но зал был полный. И одна сидела, что было, молодец, хорошо поешь. Девочка. И вдруг я говорю, давай убегаем. Мы перелезли через ограду, пошли перед зданием обкома партии, или что тогда было, там тюльпаны тогда тоже росли. Ободрали все в клумбу. Ну где я в 9 часов цветы? Полную охапку, ну и вдруг она поет, и вдруг последнюю песню мы успели, и я с цветами на сцену. Людмила так удивилась. Народная артистка Абхазии Людмила Гумба полна новых идей и творческих замыслов. В скором будущем певица порадует поклонников своего творчества новым сольным концертом. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете на 10 дней перенесено начало нового учебного семестра, который должен был начаться 12 февраля. В эти дни в новый учебный корпус завозится и устанавливается мебель, оборудование для аудиторий. Этот процесс мог помешать учебе, поэтому ректорат принял решение продлить каникулы. В АГУ побывали наши корреспонденты. Репортаж Сарии Смыр. Это один из корпусов Абхазского государственного университета. Но вместо учебного процесса на данный момент здесь идет сборка мебели, в связи с чем занятия пришлось перенести на более позднее время. Занятия в АГУ не будут проводиться еще 10 дней. Именно столько времени понадобится рабочей бригаде, чтобы собрать мебель и установить ее во всех аудиториях. Из-за большого объема работы строительной компании было разрешено хранить и собирать мебель на месте. Под эти работы полностью были выделены аудитории экономического факультета. По словам проректора по строительству и хозяйственной работе Анзора Кортуа, рабочие бригады находятся здесь даже в выходные дни. Полностью укомплектованные кабинеты они планируют сдать в назначенный срок. Те ребята, которые занимаются изготовлением и сборкой мебели, они работают и по будним дням, и по субботам, и воскресеньям. Сроки у них сжатые, мы им дали уже срок, сказали, чтобы они успели за 10 дней все, что здесь собрано, чтобы мы могли уже разместить по кабинетам и по аудиториям. Ремонт в университете никак не повлияет на качество образования. Как нам сообщили в ректорате, пропущенные учебные дни студенты будут компенсировать в летний период, чтобы учебная программа была выполнена. Такие меры были приняты в связи с тем, что проводить ремонт параллельно с занятиями невозможно. Также нет недостатка в рабочих, да и большая часть мебели уже собрана. Пока она стоит в кабинетах на втором этаже. Устанавливать по аудиториям начнут чуть позже. Сегодня уже практически мебелью, которая необходима для аудитории и для кабинетов, для деканатов и все прочее, уже практически выполнено где-то на 75%. Более 20 миллионов рублей было затрачено на оснащение аудиторий партами, мебелью, столами, досками, всем, чем необходимо, включая и лабораторное оборудование. Кстати, на первом этаже корпуса новую мебель уже расставили в аудиториях. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В эти дни в Москве на улице Новый Арбат проходит выставка скульптур абхазской и российской художницы, абстракционистки Дианы Воба «Авангардная масленица», приуроченная к празднованию Масленицы. Проект «Кокошники как русский космос» привлек московскую администрацию уже давно. Скульптуры по эскизам Дианы Воба принимают участие в выставке, посвященной Масленице, второй год подряд. Все началось после того, как администрация Москвы заметила работы на конкурсе традиционной культуры. В выставке на Новом Арбате принимают участие 8 кокошников, представляющие собой скульптуры из деревянных панелей, изображающие женскую голову в традиционном русском головном уборе. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность. Возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью 3-8, днем 9-14 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.